Каждая мама, ожидая рождения своего ребенка, находится в состоянии счастья. Она рисует в своей голове прекрасные картинки будущего. Вот он бежит по дорожке, спотыкается, но встает и идет дальше. Вот он сидит на корточках и лепит своими нежными ручками песочные куличики. Но так иногда случается, что эти картинки мира выглядят несколько иначе. Он не встает и не может дотронуться даже до обычного камня. И тогда мама слышит приговор врачей: ваш ребенок инвалид. Вина, отчаяние, агрессия и страх – такие чувства испытывают родители, впервые сталкиваясь с этой проблемой. Как все это преодолеть? Как перестать воевать со всем миром? Как обрести мир в собственной душе и семье? Всеми этими вопросами задаются и наши сегодняшние героини, силу духа которых невозможно описать словами. Сегодня эти великие матери проходят свой путь. И это не просто бесконечная борьба. Это путь, который открывает им настоящий смысл жизни. Над травой порхает бантик? Нет, наверное, это фантик, разноцветный от конфет. Знает кто из вас ответ? Ой, есть крылышки у чуда, прилетела ты откуда? Тихо бабочка присела, отдохнула и взлетела. Так с цветочка на цветок я порхаю весь денек. Маленькой Софии врачи подписали приговор – буллезный эпидермолиз. При данном заболевании из-за генетической поломки человек рождается с хрупкой кожей, как крыло бабочки. Именно поэтому таких пациентов называют бабочками. А Сереже диагноз спинальная амиотрофия, к сожалению, поставили не сразу. О генетическом заболевании, проявляющемся поражением скелетных мышц, родители узнали, когда сыну исполнилось 2 года. И София, и Сережа – сильные дети, такие же, как их мамочки Екатерина и Наталья, которые сумели принять своего ребенка таким, какой он есть. Наша история началась вместе с дочкой в 2015 году. 21 августа у меня на свет появилась моя драгоценная София, и как гром среди ясного неба мы узнали, что у нас редкое генетическое заболевание – буллезный эпидермолиз, или в простонародье, как говорят, болезнь бабочки. Поставили нам диагноз, к сожалению, не сразу. Нас продержали сначала в Нерюнгри 11 дней и на 11-й день отправили в город Якутск, перинатальный центр. Там уже наконец-то нам объявили о заболевании и отправили домой, когда меня вызвали и сказали, что мы хотим вам сообщить о том, как у вас диагноз. Мне сказали диагноз, я говорю, да, хорошо. Она, что значит хорошо? Вы вообще представляете, как вы жить будете? Мне тогда предлагали отказную. Я сказала нет. То есть, опять же, вопрос, как вы будете жить, я сказала, не знаю. Мы будем жить. Как, я не могу сказать, как мы будем жить. Просто будем жить. Наше заболевание настолько редкое, потому что это просто при рождении не развился ген, который отвечает за защиту кожи. То есть, если к ней притронуться, просто чуть-чуть нажав, то кожа сразу же сползает. Появляются пузыри, раны, то есть она 24/7, как в коконе, постоянно забинтована, обработки многочасовые. Также страдает у нас еще слизистая и внутренние органы. Они так же, как и кожа, повреждаются при любом... Ну, если она, допустим, съест просто печеньку, не размочив ее, все, слизистая будет повреждена. У нас сужение пищевода еще идет, то есть пища у нас специализированная, блендерованная. Ну и сталкиваемся еще с нашим именно заболеванием, с тем, что для нас нет специализированных врачей, нет реабилитации. Мы выезжаем только в город Москва иногда, в научный центр здоровья детей. То есть по месту в городе Нерюнгри, или даже если взять по республике Саха-Якутия, это город Якутск, мы лечиться не можем. Мы не можем ни обследоваться. Все разводят руками, потому что специфика настолько редкая. Врачи, к сожалению, ее не могут изучить.
полностью. Но я очень надеюсь, что со временем все равно данное заболевание будет изучено. По республике таких деток 4. То есть это, я знаю, что в городе Якутске одна девочка с простой формой. Вот мы в городе Нерюнгри, одна девочка в Нерюнгри в доме для сирот в Серборе, который именно она отказничка. И один ребенок где-то по республике Саха-Якутия, где-то в Улусе. Нас очень мало. Ну, я очень надеюсь, что со временем в любом случае будут о нас знать, слышать, слушать, и мы сможем хотя бы ездить в тот же Якутск на обследование. Обследование у нас каково? Это взятие крови, нужно знать специфику именно, то есть у нас показатели не как у всех детей. Если обычный врач будет смотреть, то могут неправильно поставить те или иные там, лекарства, прописать таблетки, потому что у нас совсем идут другие показатели. Это проверка пищевода на сужение, то есть это нужно с барием сделать рентген, но не обычный рентген. Нам его вот не смогли, допустим, в Нерюнгри сделать. Нам пришлось экстренно лететь в Москву. Когда вот у нас пошло, первый раз мы узнали о сужении, нам пришлось экстренно лететь в Москву, потому что у нас, когда делали в Нерюнгри, они нам сделали, и оказалось, что сделали неправильно, что они не умеют делать в этих проекциях, пропорциях, и нам не могли поставить сужение у нас идет, или просто там пузырь в горле. То есть это же тяжело очень посмотреть, тяжело увидеть. Также обследование, ну, УЗИ сердца, ЭКГ, так как у нас лекарства еще связаны, такие как влияют на давление, на сердцебиение. То есть вроде бы элементарное обследование, но, к сожалению, они невозможны у нас пока по месту жительства. История силы, да, началась тоже с рождения моего ребенка первого, Сережи. Когда он родился, ничего особо не предвещало беды. Вроде бы все хороший обгар, все хорошо. Но со временем мы стали замечать, что что-то не так. И он развивался не по возрасту, очень мало двигался. И поздно стал переворачиваться, поздно сел, долго не ползал, долго он не мог встать на карачки. И когда ему исполнился годик, он немножко ходил за стеночку какой-то странной походкой. Теперь я понимаю, это называется утиная походка. Я, конечно, теперь из миллиона одного узнаю, что это такое, а тогда, конечно, мы это не знали. Проходили обследование, но все разводили руками, говорили, что ну, это просто ваша какая-то индивидуальная особенность. Ничего страшного, ребенок нормальный, все догонит, все будет хорошо. Время шло, и в один момент, когда ему был годик с небольшим, он заболел, у него была кишечная инфекция, и после нее он вообще перестал ползать и ходить, и просто лежал. Было какое-то восстановление, какое-то время, он выздоровел, и постепенно он начал ползать, стал шевелиться, но он уже никогда не стоял и не ходил самостоятельно после этого обострения. Это так называемый манифест болезни, то есть, да, когда она вот прям такое сильное прогрессирование дала и толчок. Ну и, конечно, тогда мы уже очень сильно забили в тревогу, что что-то не так. Диагноз установили, ну, заподозрили, да, в реабилитационном центре. Нас направили в реабилитационный центр на Советской армии, детский реабилитационный. И там очень хорошие специалисты, они отправили на генетический анализ. Месяц делался этот анализ. Я уже даже и забыть про него забыла особо, как-то он восстановился, все хорошо было. Ну как, относительно, конечно. И потом вызывают меня в медцентр и говорят, что вам нужно обязательно приехать. Я говорю, ну неужели нельзя по телефону озвучить? Да, нет, говорят, вам надо приехать. Ну хорошо, я как-то с нормальным расположением духа приезжаю, и там мне говорят, что вот у вашего сына спинальная мышечная амиотрофия, это очень серьезное заболевание, и такие дети, ну, как правило, не живут больше 2 лет. Вот. Это, конечно, ужасный был стресс для меня, а ему уже на тот момент было около 2 года было. Вот. Не помню, как доехала до дома, вернее, даже до работы. На работе
сказала своей начальнице, она сказала, ну, если хочешь, иди домой. Я говорю, нет, я не могу, и лучше я буду работать, потому что иначе я совсем тогда раскисну. И вот мы вместе начали тоже шерстить интернет, изучать, что это такое. Начался наш путь. Путь тоже проб и ошибок. Я как-то закрылась от всех. Я была... Вот полгода я точно была вот в этом вот всем, что мне никто не нужен был. Да и потом мне даже близкие говорили, девочки, кто со мной дружили, что я стала очень агрессивной, я стала постоянно на срывах. То есть, ну, где-то года полтора, наверное, год я сидела в этих всех непонятных депрессиях. Потом как-то взяла себя в руки и начала выбираться. Ну, то, что поняла, что дальше до хорошего это ни до чего не доведет. У каждого свое состояние. И на это состояние очень сильно влияет настроение мамы. Очень сильно. Обстановка в семье. Главное, чтобы не было стрессов, чтобы ребенок, главное, чтобы жил в любви. И, наверное, тоже у меня был период, гораздо дольше у меня был период принятия, наверное, около 2 лет даже, да. И очень многие люди, возили его на коляске, и потому что он на обычной коляске прогулочной, детской, он был очень худенький, маленький. И люди часто спрашивали, ну что ты ленишься, давай иди, ходи и так далее. И меня это очень сильно задевало. Я прям вообще не хотела никуда выходить, гулять. Пыталась выбирать какие-то пути, где было мало людей. Хотя я жила в поселке в Житае тогда. И многие знали. И, в принципе, не сказать, что там была сильно напряженная атмосфера. Мне было внутри самой неуютно, у меня не было принятия. Потом я поняла, что самое главное также что просто надо жить. Первое время мы очень часто ходили в реабилитационные центры. Можно сказать, что весь мой отпуск проходил в больнице. То есть не было жизни вообще никакой. И в какой-то момент я просто очень сильно устала, выдохлась. И длительное время, год даже больше, вообще ничего не делала. Вот просто не было сил на это. И потом я поняла, что это тоже не вариант. И хочется какой-то стабильности. То есть не надо перекосов каких-то. Или слишком много, или слишком мало. Устал, отдохни. Но не так, чтобы доводить себя до такой степени, что потом вообще ничего не хотеть. И вот с этого момента у нас как-то больше стабильности в жизни. Я мама работающая. Мы с отцом Сережей в разводе. Сейчас у меня 3 детей. В первом браке еще родился Федор. У них разница с Сережкой 4 года. То есть ему сейчас исполнилось 13 лет вчера. Вот наш самый главный помощник. И есть маленькая доченька уже от 2-го брака. Ей 4 годика. Мама пошла на пенсию и стала сидеть с Сережей для того, чтобы я работала. И вот с тех пор она, можно сказать, вырастила всех моих детей. Она всегда рядом. Мама и отчим Володя тоже. Они всегда готовы прийти на помощь. Мои друзья, Юля с Ромой, тоже всегда рядом. Они всегда мне говорят, что помни, что мы у тебя есть. Это даже просто одни эти слова, это огромная поддержка. Поддерживают коллеги. Правда, родственники. Не чувствуешь себя в одиночестве, это точно. С отцом мальчишек мы не общаемся, а очень хорошо зато общаемся с его мамой, с сестрами, поддерживаем отношения, очень теплые у нас отношения. Муж мой, он у меня очень сильно поддерживает. Он очень любит детей, мальчишек и очень много делает для Сережи. Носит его везде на руках. Да, Сережа такой достаточно крупный мальчик, но он везде его носит, он тоже полностью включен в его жизнь, то есть и массажи, и зарядки, ЛФК, реабилитационные центры. Так как мы с Сережей сейчас практически одной весовой категории, и мне тяжеловато уже физически, то это практически плавно все легло на моего мужа.
Он с ним везде. И он с ним в Москву ездил на обследование, он с ним лежит в медцентре, когда ему делают укол. То есть мы полностью взаимозаменяемые, можно так сказать. То есть он большой молодец. Наверное, где-то 8 лет было, когда он пришел. И даже рад, что сейчас у нас вот наш отчим у нас есть. Очень, очень классный. Это огромная поддержка. Ну и поддерживает меня еще моя мама, вообще вся моя семья. Я тоже могу сказать, что когда ты открыт, то чувствуешь, что весь мир хочет тебе помочь. Тогда, когда ты закрыт, ты видишь только плохое, и как будто бы тебе и встречаются такие люди, которые как-то негативно относятся. Меня поддерживает очень хорошо моя мама. Она с самого рождения с нами, она научилась полностью бинтовать, полностью участвовать в жизни Софии, в перевязках. Я спокойно могу... У меня, правда, мама живет не в Нерюнгри, она живет в Алдане, но все равно мы видимся, я могу и привести Софию, и она может посидеть спокойно. Было бы, конечно, хорошо, если бы она была совсем рядышком. У меня есть муж. Он тоже полностью участвует в жизни, он научился перевязывать. Почему научился? Потому что это не родной отец Софии, но он научился перевязывать, научился жить с этим. Не просто жить, а принимать прям активное участие. Папа родной с Софией общается, все хорошо, они вместе проводят время, разошлись мы по своим каким-то моментам. Она всегда говорит, у меня 2 папы, она этим гордится, и они активно общаются, проводят время вместе. Он также полностью умеет все делать, перевязывать. Надо, если будет, я знаю, что он поддержит и съездит с ней и на реабилитацию, и куда-то к стоматологу, если надо выехать. Ну и все мои друзья, они всегда поддерживают, всегда помогают. Нету тех, кто от нас отворачивается или проходит мимо. Я больше скажу, у меня не то, что друзья, у меня вообще, мне кажется, в окружении огромное количество людей, кто рядом. Вот прям большое. Потому что я очень активная мама, которая может быть в разъездах, еще где-то. То есть я веду активный образ жизни. Работаю я в благотворительном фонде «Харасхал», представитель Харасхала по Нерюнгринскому району. Ну и работа моя, в принципе, связана неотъемлемо сейчас с моей жизнью. К сожалению, ну или к счастью, в основном люди, которые работают с благотворительностью или приходят в это дело, они приходят только потому, что сами столкнулись с данной ситуацией. Я для того, чтобы не отчаиваться вообще в этой жизни, выползла сама с ситуации, когда плохо, нет осознания, что у тебя ребенок не такой, как все. Для всех нужно время свое, раскрытие, время свое принятие. И занялась благотворительностью. Начала развозить подарки деткам-инвалидам домой, каждому индивидуально. Это 1 июня, Новый год. И начала знакомиться с большим окружением мам и видеть эти потухшие лица, потухшие глаза, нежелание жить. И в моей голове началась рождаться идея создать что-то такое, где будут поддерживать мам, где можно будет вдохнуть в них новую жизнь. И в 2021 году запустился мой проект «Отдохни, мама Н» в городе Нерюнгри для жительниц города Нерюнгри, Нерюнгринского района, и также для тех, кто приезжает на реабилитацию в центр СУВАК ДЦП. Это помощь, такая 2-месячная перезагрузка мам, где помогают психологи. Психологи как помогают? Работами именно и подготовки к жизни, к осознанию того, что сейчас происходит, к тому, чтобы дать возможность именно жить, а не существовать. Это какие-то мастер-классы, танцевальные терапии, где мамы в новых образах себя принимают, воспринимают, танцуют. Это даже были у нас такие моменты, когда мы мамам давали возможность научиться новой работе, научиться, вот, допустим, мастер-классы по выпечке. Некоторые мамы ушли в кондитерство, мастер-класс по бровям, где мама отучилась потом на бровиста. И также это прессотерапия, это такая аппаратная процедура, проводят ее в салоне красоты. И все люди, которые работают со мной, с моей командой, это все те, кто хотят работать на благотворительной основе. То есть это все предоставляется бесплатно. И в течение 2 месяцев мамам дарим такую частичку
не частичку, а пинок такой. Пинок именно жить дальше. И по всем опросам, после того, как они проходят этот путь, все мамы благодарны мужья, благодарны бабушки и так далее, ну, все члены семьи, что именно они начинают смотреть на жизнь по-новому, начинают жить и строить свою жизнь дальше, в лучшую сторону. И Екатерина, и Наталья, активные мамочки, принимают самое непосредственное участие и в жизни своих детей, и в жизни общества. Они поняли и осознали главное – ценность представляет то, что ребенок уже есть, а то, что он с особенностями – вопрос второй. Я работаю в Якутскэнерго бухгалтером. Живу в Якутске практически с самого рождения, но родилась я в городе Новосибирске, потому что у меня родители там учились. А вообще сами они отсюда, поселок Житай. Дедушка мой капитан Шандровский, и в его честь даже назван теплоход сибирский. Мы очень этим гордимся. По маминой линии они с центра России, из города Боровичи, очень красивого, живописного, зеленого города. Сережа вот с года, получается, не ходит. Он мог стоять с поддержкой, сейчас он давно уже не может стоять. У него атрофированы мышцы. Спинальная мышечная амиотрофия – это, если другими словами сказать, прогрессирующая мышечная слабость. То есть мышцы, они постепенно теряют свою силу, все мышцы. То есть сначала слабеют. Организм же наш умная такая система. Сначала уходят те мышцы, которые меньше нужны человеку для того, чтобы выжить. Соответственно, ходить не обязательно, для того, чтобы жить. Поэтому эти мышцы пострадали в первую очередь. Потом уже, самое страшное в этом заболевании, когда человеку становится тяжело дышать, и когда сердечная мышца слабеет. Вот Сережина сердцу сейчас тяжело, у него постоянно учащенный пульс. То есть сердечку тяжело, конечно. И плюс с подростковым возрасте начал прогрессировать сколиоз, потому что мышцы спины, они поползли, и, соответственно, он у нас сейчас и очень сильно это состояние влияет на его качество жизни. Потому что внутренние органы, они сжаты, они деформированы, они в сердце там в стороне совершенно находятся, а легкие тоже в стороне. И спина, естественно, болит. Надо знать моего Сережу, он никогда не унывает. Это мистер улыбка. И даже в школе, когда он учился очно, учителя говорили, Сережу один раз в школе увидишь, и все, и настроение, день сдался. Все будет хорошо. Вообще, я оптимистичный человек сам по себе. Не сказал бы, что прям все тяжело. А так, не знаю, где-то физически тяжело что-то делать. Это надо тренироваться. А так все хорошо. Не сказал бы, что прям все для меня тяжело дается. Если много так себя гнобить, ныть, то результата от этого особо не будет. Все говорят, что он светлый человек, и на самом деле это так. Конечно, в подростковом возрасте были какие-то кризисы у него психоэмоциональные, немножко, но в целом он очень позитивный человек. Ему все время что-то надо.
он что-то читает, он что-то изучает. Вот он сейчас закончил, 2 года учился в IT-школе Илларионова, закончил в этом году школу. Сейчас он, получается, перешел в 11 класс, и там он изучал компьютерную графику. И я хочу вам сказать, что он не пропустил ни одного занятия без уважительной причины. Он с огромным удовольствием ходил, он изучал на каникулах летом другие разные инструменты. То есть не только то, что проходили, но что-то еще другое. Экспериментирует постоянно. Какие-то курсы находит. В дальнейшем, да, хочу этой сферой заниматься. Вижу себя прям как дизайнер. Идеи смотрю в интернете, там беру пример с разных работ. Любит читать исторические книги, книги про войну очень любит, про Великую Отечественную. И вообще Сережа очень любит людей. У него какое-то потрясающее качество принятия. Он всех принимает. Вот какой бы человек ни был с недостатками, да, вот он не будет критиковать. Он как будто бы всех понимает душой. В детстве пытался писать стихи. И недавно свой стих тоже написал. Вдохновение такое просто нахлынуло и подумал, а что бы не написать? Раньше же пробовал. Ну и вот написал маленькое стихотворение. Я размышлял, много мыслей всяких разных было, просто мысли гонял. И как-то поэтическое настроение пришло и просто начал писать. Оно об отношениях людей. Любая мысль очень хороша. В одну, быть может, вложена душа, в другой не будет ни гроша. Но все они для нас хоть что-то значат. Все чаще наши мысли переплетены, другие люди, знающие это, скорее близкие твои навеки. Они поймут тебя без лишней болтовни и скажут, что все лучшее на свете останется в твоей душе и днях, летящих словно ветер. Вот такое стихотворение я придумал. Не очень сильно связано, как бы по смыслу. Но, думаю, для меня это прям какой-то философский стих. Я вижу, что мамы вот всю жизнь просто отдают, да. Но мы все очень разные. Я иногда даже спрашивала, ну как, Бога, да, Вселенную, за что моему ребенку такая мама, как я, которая там работает постоянно, и, может быть, лучше надо было не вылезать с реабилитационного центра, да. Вот. А потом я поняла, что для каждого ребенка его мама это то, что надо. Да? Я ему даю что-то другое. Мне мама вообще говорила тоже в детстве то, что подумай, скорее всего, тебе вот эта жизнь она для чего-то, чтобы чему-то научиться. И думаю, да, я смотрел, размышлял, если бы я не родился таким, как сейчас есть, то я бы был абсолютно другим человеком. И по моему характеру, я бы сказал, буйному, я бы был, наверное, не знаю, хулиганом, может быть, даже каким-нибудь. Если как-нибудь, допустим, там поразмышлять, не с той компанией как-то столкнулся или еще что-нибудь такое. А так, не прозвучало бы сильно самолюбиво, но я себе сам нравлюсь. Чем старше, тем сложнее в плане осознания именно у нее в голове. Тяжело, когда подходит и спрашивает, почему я мама, когда это все закончится. Мама, почему не такая, как все? Будет ли лекарство? Смогут ли со мной дружить? Вот в этом плане тяжело. Спрашиваешь, если какая твоя самая главная мечта, всегда говорит, хочу, чтобы придумали лекарство. В плане общения она у меня очень общительная девочка, она любит играть, дружить. Да, не все с ней дружат, кто-то сторонится. Но это малое количество детей, малое количество взрослых. В основном все как-то относятся к ней лояльно, хорошо. Она очень шебутная, она девочка движения. Это энергия, это такая энергия, что... Почему вот я не опускаю руки? Потому что когда даже после всяких многочасовых перевязок, таких, что, там страшно, она просто встает и бежит и улыбается. И как тут можно опустить руки? Никак, это невозможно.
рядом с такой солнечной, яркой девочкой, ты понимаешь, что и тебе нужно жить, тебе нужно развиваться, тебе нужно стараться подавать для нее пример хорошей жизни, пример яркой, красивой. И не отчаиваться ни в коем случае. Неважно, что нас дальше ждет на пути. Пугали врачи одно время, что с нашей формой после 7 лет все будет плохо. Ну, то есть вот прям будет плохо, что у нас настолько тяжелая форма, что у детей срастаются и пальцы, и не могут ходить, и идут обострения по всему телу в таком количестве, что невозможно остановить. Я в первый день поплакала, а потом встала и сказала: у нас так не будет. Мы будем по-другому. И вот сейчас, смотря на нее, нам почти 8 лет, мы это доказываем, что будет по-другому. Ходит она у меня, кстати, в обычную школу, в обычный класс, с обычными детками. Да, я ее вожу сама за ручку, забираю ее за ручку. За ней глаз да глаз смотрит учитель, к ней привыкали дети. Мы ходили на различные кружки, хореография, танцы, музыка, вокал. То есть куда нас берут, туда мы идем. Главное развиваться и быть в обществе не отторженным, а для того, чтобы люди видели, слышали, слушали и не пугались ни таких детей, ни таких людей, чтобы они общались, и она, чтобы смогла общаться также с обычными людьми. И она подает пример другим, как нужно общаться, и ей подают пример, как можно тоже общаться. С болезнью не надо бороться, с ней надо научиться жить просто. И когда ты бесконечно вот в больницах, да, то есть ты как будто бы служишь этой болезни. А когда ты и делаешь что-то, и в то же время успеваешь жить, то есть иногда можно пропустить зарядку для того, чтобы поехать в парк. Вот я о таких вещах, да, говорю. Чтобы поехать на рыбалку, иногда можно нарушить режим. Потому что из этих моментов жизнь складывается. И она дает, эти моменты, они дают силы для того, чтобы делать ту же зарядку дальше. Живем сегодня. Сегодня классный день, сегодня можно пообщаться, сегодня есть какие-то дела, и этому радуешься. Я, видимо, тоже не из тех мам, которые будут сидеть как коршун 24/7. Хочется жить, хочется радоваться жизни. Мне нужно развитие, и именно в этом развитии я показываю уравновешенную, стабильную маму. Я не могу сидеть на месте, я не могу сидеть дома, заниматься бытом, у меня начинаются депрессии. Я начинаю задумываться о будущем Софии. У меня начинаются сразу же проблемы с тем, что я начинаю жалеть себя, жалеть ее, жалеть вообще всю эту жизнь, проклинать эту жизнь. И мне кажется, что нужно, наоборот, вот именно двигаться и жить, но не сидеть на месте и не думать о том, что будет завтра. Не важно, что будет завтра. София меня научила жить сегодняшним днем. То есть не думать о будущем. Я не могу с ней запланировать какие-то там поездки куда-то, потому что сегодня у нас все круто, хорошо, завтра там вдруг резко стало плохо. Или там мы там задумали пойти в гости, а через 2 часа мы упали так, что у нас все, мы ушли бинтоваться на долгий период. Поэтому я живу сегодняшним днем и учу ее тоже жить так же, ну что живем сегодня. Самое главное — это действительно эмоции и впечатления. Это круто. Нужно именно жить. Да, наверное, самое страшное — это думать о будущем для нас, да, что будет дальше. Радуюсь вообще в целом жизни. Какова бы она, наверное, сложная ни была, все равно грустные моменты уходят. И всегда сменяются на хорошие. И вот за это как бы жизнь не люблю. Мы, наверное, давно уже не говорили о таком, вот прям про болезнь. Я думаю, что у Сережи есть принятие этого. Раньше он говорит, когда я буду ходить, а буду ли я ходить, он задавал такие вопросы. Сейчас наши разговоры уже вертятся вокруг того, а куда я буду поступать, а что я хочу, да, обсуждение каких-то его идей, проектов, да, друзей, каких-то ситуаций, да, то есть он обычный ребенок и тоже, да, у него мало общения,
там обычные подростки где-то в школе там, да, попадают. Ну, он в интернете находит для себя истории, тоже у него проходит свою школу жизнь. Он обычный подросток. Просто оно все немножко по-своему у него проходит. Просто учились вместе жить с этим, советовались, как что сделать лучше, а что еще лучше там, попробовать, куда поехать. Лечения тогда не было этого заболевания. Сейчас есть терапия, но поддерживающая, очень дорогостоящая, которую мы получаем от республики. Это раз в 3 года Сережа ложится в медцентр, ему делают путем lumбальной пункции введение лекарства, которое поддерживает состояние белка таким образом, чтобы его мышцы дальше не слабели. Жизнь наших обеих героинь требует ежедневного труда над собой, над своими взглядами, над отношением к окружающим и к собственному ребенку, для которого его мама – это целая вселенная. Впрочем, как и для них самих, их мамы тоже огромный мир любви, заботы и поддержки. Моя мама связана с принятием, потому что моя мама, она умеет принимать вообще людей, и меня такой, какая я есть, и что бы я ни делала, какая я бы ни была, слабости, успехи, вот неважно. Она меня примет любой, и это, наверное, для меня самое важное в моей маме. И она всегда рядом, она всегда готова прийти на помощь. И я, наверное, для своего сына тоже, наверное, такой человек, который просто всегда рядом, что бы ни произошло. И какой-то немножко, может быть, вектор, который показывает любовь к жизни, интерес к жизни, что наша жизнь — это не только быт, это не только болезнь, но это еще очень-очень много всего интересного. Я ему пытаюсь показать разные грани. Она прям очень заботливая мать и очень много поддерживает. В трудные времена мне прям конкретно очень хорошо помогла. Ну, я считаю, она уделяет достаточно времени. Ну и все-таки я уже не маленький, как бы, и самому хочется самим собой время проводить. Но она для меня очень важный человек, как моя опора, и вот прям очень много что для меня значит. Если брать воспоминания все с детства, то мне мамы не хватало, она у меня очень много работала. Мне хотелось какой-то больше любви, заботы. И когда родилась у меня София, я увидела, насколько в моей маме много любви и заботы. Она стала колоссальной поддержкой для нас обеих. Я знаю, что моя мама — это гора, это опора, это защита. Всегда можно обратиться, она всегда придет, поможет, выручит и всегда будет рядом. Я много общаюсь в окружении семьи инвалидов, и страшно, если там потухли глаза, значит, там устали бороться, и там нету стимула жить. И нужно зажигать этот огонь. Классно, когда смотрят, и вот я знаю, что у меня на Софию смотрят и говорят, ну, ничего себе, вот она звезда, ни одни преграды вообще не остановят. Я для Софии... У нас был психологический тест у ребенка по поводу восприятия мамы. Я у нее двоякая. Она очень сильно меня любит, но и мама для нее молния, гроза. Во время перевязок я не мама, я доктор, который нещадно сидит и не обращает внимания на все крики, истерики, слезы. Видимо, все эти наши обработки, я у нее спрашивала, почему ты так считаешь. Она не любит то, что моя часть жизни связана с тем, что мне приходится причинять ей боль. Но от этого мы никуда не можем деться, и поэтому она меня любит, но и в тот же момент где-то нет. То есть я не могу сказать, что я для нее плохая мама. Нет, она всегда говорит, что ты самая моя любимая мамочка в мире. Она уже понимает, для чего я это делаю, но все равно я буду всегда у нее в жизни связываться именно и с плохим, и с хорошим.
потому что, ну, это неотъемлемо я. Это не делает кто-то там, дядя плохой врач или тетя плохой врач, как у нее там с кровью, как она ее не любит, что будут ей брать. А неотъемлемо мама постоянно причиняет ей больно, но она уже понимает, что это больно во благо, что если мы не сделаем сейчас, потом будет хуже. Я очень надеюсь, что я для нее стану примером тем, что нужно никогда не сдаваться и жить. Она мне задавала как-то вопрос, а почему вы меня не сдали в детский дом? Я говорю, ты что, я об этом даже не думала. А взяла она это с мультика, не скажу название, и там взяли ребеночка из детдома, и она говорит, вот есть же ребятишки, у кого нет мамы и папы. Ты никогда не думала? Я говорю, вообще, Софишка, вообще не думала. Это ты меня так сильно любишь? Я говорю, я тебя люблю с самого твоего появления на свет. Поэтому я знаю, что она знает, что я ее очень сильно люблю. И не важно, что у нас связано и боль, и любовь одновременно. Вся житейская суета – ничто по сравнению с тем, насколько хрупка человеческая жизнь, особенно ребенка. Она, словно крылья бабочки, уязвима, нежна, чувствительна и зыбка. В нашей с вами силе сделать ее немного крепче, тверже и надежней. Поддержать фонд Харысхал и всех его подопечных может каждый из вас. Даже самая маленькая помощь станет частью большого и очень важного дела – жить без боли. Ну а наши сегодняшние героини не просто сильные мамочки, заботящиеся о своих детках, но и ангелы-хранители, помогающие всем ребятишкам, которые нуждаются в их помощи особенно. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.